Информацию о ситуации с коронавирусом на 3 августа узнаем прямо сейчас. Ольга Валерьевна, скажите о текущей ситуации в республике. Доброе утро, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. За прошедшие сутки на территории Республики Саха-Якутия выявлен, по данным Управления Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия, 51 новый случай коронавирусной инфекции. Из них 37 новых случаев выявлено на территории города Якутска. Необходимо обратить внимание на то, что сегодня в улусах республики выявляются случаи, и за последние сутки 3 выявлено в Абыйском улусе, 2 в Верхоянском, Горном Ленском, по одному выявлено в Мирнинском, Нерюнгринском, Алекминском, Сунтарском и Усть-Алданском улусах. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент действительно вирус начинает распространяться у нас по улусам республики, и поэтому для нас сегодня очень важна организация первичного звена в лице центральных районных больниц, соответствующих наших улусов, на которые легла основная нагрузка. С понедельника вы знаете, что мы начали жить по новым правилам, которые определены режимом определенного рода послаблений для ряда учреждений и организаций. Хотелось бы обратить внимание на следующее. Как правило, хотелось бы, чтобы остался насколько возможно удаленный режим для работы министерств, ведомств, учреждений, муниципальных организаций по причине того, что все-таки основные очаги, и круг лиц, которых непосредственно проходит в основном бессимптомно, сегодня характерны для рабочих коллективов. Поэтому, насколько возможно, сегодня уже Государственная Дума приняла все соответствующие нормативно-правовые акты сохранения удаленного режима работы. Второй момент – это, конечно же, все наши меры направлены на то, чтобы сохранять, прежде всего, здоровье нашего старшего поколения. Поэтому на настоящий момент сохраняется непосредственно у нас режим соответствующей самоизоляции для лиц, которым старше 65 лет, и для лиц, имеющих хронические заболевания, с соответствующими государственными услугами, которые оказываются и по доставке продуктов, и по ускоренному и доступному обеспечению непосредственно услугами социальными, услугами здравоохранения. У нас на настоящий момент пришло время тогда, когда нам необходимо уже задуматься о том, как мы готовим наших детей непосредственно к новому учебному году, потому что 1 сентября уже не за горами. На настоящий момент Министерству образования главой республики дано поручение отработать схему, которая будет объявлена и обсуждена в том числе широким и родительским, и учительским сообществом. Ну а родителям, конечно же, у родителей сегодня должно быть понимание того, что действительно будут особенности проведения этой кампании. Но наша задача сегодня сохранить, насколько возможно, традиционную школу и, соответственно, быть готовым к возможным вариантам развития событий. Кроме того, хочу обратить внимание на 3 условия, которые сегодня у нас ставятся в качестве задач перед Министерством здравоохранения республики. Это прежде всего начало диспансеризации, затем непосредственно стоит задача у нас, чтобы дети прошли противогриппозную прививочную кампанию, и, естественно, мы готовим заявку на вакцину, о которой сказал министр здравоохранения Российской Федерации. Спасибо. Это был брифинг оперштаба о текущей ситуации с коронавирусом в Якутии. Оставайтесь на нашем канале.